Вот уже 80 лет отделяет нас от того дня, когда отгремели последние залпы самой кровопролитной войны в истории человечества. Но память о Великой Победе и о тех, кто заплатил за нее высшую цену, жива. Сегодня в Малгобеке, на легендарной земле, которая сама является символом стойкости и мужества, у мемориального комплекса «Слава» собрались десятки неравнодушных. Они пришли в канун двух памятных дат – Дня окончания Второй мировой войны и Дня солидарности в борьбе с терроризмом, почтить память героев, победивших нацизм, и вспомнить жертв террора, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Мероприятие традиционно начинается с государственного гимна. Вторая мировая – самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций. Она продолжалась 6 лет – с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945. Охватила территории 40 государств 3 континентов. Общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 миллиардов человек. Это самое мощное, грандиозное противостояние затронуло 61 государство, более 80% мирового населения. Чем дальше от нас уходит война, тем мы явственнее ощущаем на себе ее дыхание, потому что открываются все новые и новые факты, какого колоссального напряжения, какие колоссальные потери принесены жертвы победе. Мемориальный комплекс «Слава» – это место особой силы. Он возведен в честь защитников Малгобекского оборонительного рубежа, которые так и не смогли пройти немецко-фашистские войска. Школьники здесь частые гости. 2 эпохи, одна боль и одна цель – не забывать. Мы понесли очень большие жертвы, миллионы. Мы должны чтить подвиг своих дедов, прадедов. И также мы не должны забывать о победе. Я как кадет считаю, что я должен посещать такие мероприятия, и то, что мое призвание – защищать людей. В числе гостей представители городского совета Малгобека, администрации города и молодежных организаций. Присутствие последних особенно значимо. Именно младшее поколение должно пронести дальше память об этой странице нашей истории. Подрастающее поколение должны учитывать исторические моменты, которые были на протяжении всего этого времени. И поэтому они должны знать историю нашей страны. И в то же время нужно отметить, что и Республика Ингушетия вносила большой вклад и во время Великой Отечественной войны. И сегодня вы знаете, что многие наши ребята принимают активное участие в СВО на Украине. Активное участие в подобных мероприятиях всегда принимает движение первых. Патриотическое воспитание для руководителей движения стоит на первом месте. Так как город Малгобек является городом воинской славы, в нашем плане и совместно с администрацией города, и в нашем плане у нас всегда есть мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию детей и подрастающего поколения. Мы приобщаем наших учащихся к исторической памяти, чтобы они сохраняли память о героях, о событиях, происходивших в России. Минута молчания в память о погибших войнах и финальный аккорд сегодняшнего дня – возложение цветов к вечному огню. Это дань уважения бойцам, благодаря которым мы живем под мирным небом. Не пришедшие Хадиджа Ивлоева, Абдулла Тангиев, Магаз 24.